Последствия стихии. В Чеченской Республике продолжаются работы после сильных дождей и паводков. До конца года расширить средства Помощь пострадавшим. В Гудурмесском районе строят дома для семей после ливней. Ход работ проверил Рамзан Хаджикадыров. Вклад в развитие республики. В Грозном обсудили реализацию народной программы Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия». Все эти годы партия «Единая Россия» несла множество инициатив, направленных на повышение благосостояния граждан. Строятся школы, больницы, дороги. Все это приносит ощутимую пользу. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджикадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджикадырова Адам Шахидов. نعمة تشلوش يخبالنش سنجت نشلوش زيشا شدال شخ ديكنك بالقلواق صوبريويق إيمان شوحويق إنكرلو يشويق ديك شخ وشخ حق أستور حما شا ديكنسا وانسا زشتشو بوه الله دالويق تولت إحا شو دردقي شيك دوزر دوش دوشن. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили коллективный намаз. Чеченская республика столкнулась с серьезным стихийным бедствием. Интенсивные осадки привели к подтоплениям, размыву дорог, повреждению жилых домов и объектов инфраструктуры в ряде районов. В настоящее время уровень воды в реках снизился. Продолжается ликвидация последствий. Рамзан Хаджикадыров проинспектировал поврежденный мост в Аргуне и лично оценил масштабы разрушений. Репортаж Халимат Шахидовой. Еще несколько дней назад уровень воды здесь был значительно выше. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, продолжается ликвидация последствий. Регион возвращается к привычной жизни. Один из самых серьезных ударов стихии принял на себя Гудурмесский район. Из-за критического подъема уровня воды в реке Агумс пострадало более 700 домовладений. Сложнее всего ситуация в поселке Кундухово. Здесь потоплено свыше 300 домов. Жителей села пришлось экстренно эвакуировать. Стихия затронула и объекты инфраструктуры. В нескольких районах повреждены мосты и дороги, нарушено транспортное сообщение. Серьезные повреждения получил мост в Аргуне. Сейчас движение по нему ограничено. С инспекцией на месте побывал Рамзан Хаджикадыров. Он сообщил, что вместо поврежденного моста до конца текущего года будет построен новый шириной 8 полос. До конца года расширить средства هيجي أصلا الشرش أعينة دعم بس بتوصيل تدون حاجة ترشي جيني تدون نول ويستوري من الموسطة ده كان ساعجودة Здесь же глава региона заслушал доклад председателя правительства Чеченской Республики Магомеда Даудова. О ходе работ также доложил помощник главы региона, секретарь Совета безопасности субъекта Адам Кадыров. По его словам, задействованы все необходимые силы. Сразу режим машин уже теплошет, да, жик машин теплошет. Сразу объезды ala военный команда Мосодион воинский шашка, я побираюсь, кулёк, атея. Я шаш военный служащий, каждый театр был, чуть сильнее, что есть уже, допустим, вывести, что он шесть. Он первый был галерка.
funktion till 2 år sedan. Man har aldrig det blir helt шел på det, så jag gärna då så det är проблемы. В горных районах непогода вызвала серию камнепадов, оползней и сходы грунта. Повреждены линии электропередачи, а также объекты водо- и газоснабжения. В частности, в селе Дай Шатойского района обрушился участок дороги, из-за чего населенный пункт был временно отрезан от внешнего мира. Во всех пострадавших районах сразу начали восстановительные работы. Существенную помощь оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В целом ситуация в районе он контролирует делающую. Смобаркал алу ордер, вы жили швей фонд киго швей мехнан. Дел рейс хил техника, финансовый массу материально тончо док панак осталети. Сильные дожди привели к масштабным разрушениям и в Кучулоевском районе, затронув 15 населенных пунктов. В селе Цоцуйот река Хулхулау размыла около 500 метров береговой линии, разрушив пешеходный мост, участок дороги, а также повредив частные земельные участки. В настоящее время во всех пострадавших районах продолжается ликвидация последствий. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и расчистке территорий. Ход восстановительных мероприятий находится под личным контролем Рамзана Хаджи Кадырова. Халимат Шахидова, Висхан Закриев, Юсуп Эджиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Гудурмесском районе начато строительство 100 домов для семей, пострадавших после ливней. Ход работ на месте проверил глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он также посетил пострадавшие территории и оценил масштаб разрушений. Детали в следующем сюжете. В селе Новый Биной полным ходом идет строительство 100 домов для жителей, наиболее пострадавших от разгула стихий. Уже начато возведение отдельных зданий, на остальных участках продолжается заливка фундаментов. Параллельно ведется подводка всех необходимых коммуникаций. О ходе работ главе региона докладывает министр строительства ЖКХ, топлива и энергетики Муслим Зайпулаев. توك уже سيار уже шел уром да чак по шпут как уже хаял шор газ уже хаял шор мосуавар коммуникации юши мосуавар называется амрот то сана типа но сана взаимодействие с органами исполнительной власти муниципалитета но сейчас мосу наоборот шейк дали что на вас надежд на шейк рубишь бошку то гоешь обобичал да мола как нам что чак албо более не да более ца уже что ю шаду уже баран да не знаю более أول هو دينار أكيد شو قلنا أشيل خد دينار كوب أقول لك شغلة أكثر شيء настроить сюда, да? О восстановлении транспортной инфраструктуры в регионе рассказал первый вице-премьер, министр автомобильных дорог Иса Тумхаджиев. После Рамзан Хаджи Кадыров побывал в Нажаюртовском районе. Он осмотрел пострадавшие участки, в том числе поврежденные дороги и жилые дома. Здесь же глава республики пообщался с пострадавшими жителями. Just det bara närbakom. Nabo abo transportavati daşer latsalat pagodi oçlar şurada vaygo da zama da şabeki halbek specialist bu ne ana bu
gaz nabu, svijet nabu, da smo su Albergen bezadeš božbu, to budžeti rasi, da lirstas, a svega oštješ lirsu, ja da si rato boram, kiršu, da jo kirstadar, jo čuje sebi vitin, i sašin rabat na ordu minimum, da Затем Рамзан Хаджи Кадыров посетил Гудермес. О ликвидации последствий паводков доложил глава администрации района Хамзат Магомадов. Центр сан и центром по стябе такие не синж дулдела тиза цанеш тут саатра то арца ма исен яд иштилу это после воды да хинсер чуен мар машин жир масом республика мело чо одяш маун сала не подва хида одош табакш Работы по восстановлению ведутся во всех муниципалитетах. Процесс находится на постоянном личном контроле Рамзана Хаджи Кадырова. Весхан Закриев, Мансур Исмаилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном отметили День работника культуры. На торжественную церемонию прибыл глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он поздравил представителей отрасли и вручил награды наиболее отличившимся. Сюжет Хавы Айдамировой. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева собрались деятели искусства, работники учреждений культуры, артисты и представители творческой интеллигенции. С приветственным словом к гостям обратился министр культуры Чеченской Республики Иса Ибрагимов. Assalamu alaikum dedikadol marshwol army tansil amekda Ahmad Haji Ramzan homi aishi nawasti وسان قيتر دال شيد يودل حيبلش شورتا دوشنيحا كولتور بلواش حيبل ليرم غويتشا يوز اتودي الداش قزوان الاريز هولون دال ديكنز بيقم بويلون ايش دونا مخا خلش بول بقي قيمش قاستن دونا تا كولتور سفيريا دديني ميلدول كيلت ايش تياترش موزيش باركش دونا ايش هدق بركت ودحل بارشا عامد حاجة قبل دولسن سو شيء دحل ليرة зарплата на восстановление объекта культуры хажина. Та цун дешна штана дуня на доза доша культур беллой лозунг кал хадошту культуриос кам дацал. Излер деша тантуг излер доша ходикна остал тон дахветна аларез холон далдиканс бекам бойлон тана воша иш региональный общественный фонд ира дакки сош дашвена якки наградшена далдиканс бекам бойлон ларми мекда. Глава региона поздравил работников культуры с профессиональным праздником и подчеркнул, что развитие этой сферы остается одним из ключевых приоритетов. Лидер субъекта также напомнил слова первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова о том, что без культуры невозможно сохранить национальную идентичность и духовные основы общества. Без культуры нет нации. В этой короткой цитате первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова заложен глубокий смысл вашей работы. Вы прошли долгий путь становления и успехов. Более 30 человек стали народными и заслуженными артистами России. 550 человек стали народными и заслуженными артистами Чеченской Республики. Сегодня на ваших плечах груз ответственности за сохранение нашего культурного достояния. Поздравляю вас с Днем работника культуры. Центральным событием стала церемония награждения. В соответствии с указом президента России знак почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» Рамзан Хаджи Кадыров вручил артисту оркестра народных инструментов Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Сахабу Межидову. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награжден директор творческого коллектива «Симфонический оркестр» Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова Алик Халидов. Ряду деятелей культуры присвоены почетные звания «Народный артист Чеченской Республики», а также вручены благодарственные письма главы региона.
Завершилось торжественное мероприятие концертной программой с участием звезд чеченской эстрады. Хава Айдемирова, Саид Ими Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. На базе главного корпуса ЧГПУ состоялось пленарное заседание регионального отчетного форума по реализации народной программы Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» «Есть результат». В мероприятии принял участие Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками. Участники обсудили результаты реализации программы и подвели итоги деятельности партии. Подробности в следующем материале. Пленарное заседание открывает секретарь регионального отделения партии, председатель правительства Чеченской Республики и член Высшего Совета Единой России Магомед Даудов. Он подвел итоги пятилетней работы, отметив, что все достижения стали возможны благодаря курсу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня мы подводим итоги работы важнейшего этапа в жизни нашей республики и всей страны. Все успехи, которые мы достигли за этот период, стали возможны благодаря созидательному курсу первого президента Чеченской Республики, основателя чеченского отделения партии «Единая Россия», Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня этот путь уверенно продолжает глава Чеченской Республики, Герой России, член Высшего Совета партии «Единая Россия» Рамзан Ахматович Кадыров. Чеченская Республика сегодня является лидером по показателям реализации народной программы партии «Единая Россия». Народная программа охватывает ключевые сферы жизни региона. Ведется работа по улучшению здравоохранения, развитию образования, спортивной отрасли и другой важной инфраструктуры. В рамках народной программы партии реализовано множеством значимых проектов. Построенные 81 детский сад и 124 школы, капитальный ремонт 140 образовательных учреждений, особое внимание уделено улучшению условий проживания студентов. Важным аспектом социальной политики региона стали программы по дегазификации. Заключено 18 990 договоров, строительство 38 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также 3 участковых больниц, приобретение 98 машин скорой медицинской помощи повысило оперативность и качество медицинского обслуживания. В особом фокусе – поддержка молодежи. Помимо этого реализуются программы помощи участникам СВО и их семьям, подчеркнул Даудов. Построено 14 спортивных объектов и проведен капитальный ремонт 42 существующих. Построено и отремонтировано 42 культурных объекта, а также модернизировано 13 детских школ искусств. Благоустроено 160 дворов и 298 общественных пространств. Инфраструктурные проекты включают строительство и ремонт 50 мостов и 2000 километров дорог. Кроме того, Чеченская Республика оказывает масштабную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Важную роль в этом процессе играет региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. С начала СВО фонд направил 43 миллиарда 420 миллионов рублей на закупку оборудования, автомобилей, специальных средств и обмундирования для наших бойцов. Также фонд обеспечивает гуманитарную помощь жителям новых регионов и регулярно оказывает материальную поддержку семьям военнослужащих, активно финансируя социальные нужды. Здесь же обсудили и подготовку к предстоящим выборам. Лидер субъекта подчеркнул, что к этому вопросу необходимо относиться с максимальной ответственностью. Все эти годы партия «Единая Россия» несла множество инициатив, направленных на повышение благосостояния граждан. Строятся школы, больницы, дороги. Все это приносит ощутимую пользу нашей республике. Чеченская республика занимает лидирующие места по реализации этих инициатив, и это результат слаженной работы нашей команды. В этом году нас ждут выборы. Каждый из членов партии должен принять участие в информировании населения. Продолжается оказание помощи и гражданам, пострадавшим от недавних проливных дождей. ИХИ-шту, к сожалению, ежедневно мониторит ДЭШТу уже более 30 домов. ИХИ-то, соответственно, судьявой был ДЭШТу. Полностью на Животинский район, да. Да. Дорин чудо дон солдат мы что за один стал пипец плодис за Это да мало. Так и куяц. О, юта дон engna bilda kelimesi şayolşa tanti da diz bene bolja bene boşu da diz inoş orada şey yürüta don atred şey gergen na bolça don
Сняк Ахи Это. Да, это больно. Да, дикая задержка, да, это важно, да, Амин. А есть поддержка, хочу говорить, что поддержка. И цена типа проблемы, что мы знаем, Муавия. Он не макам болчаур. Узнала. О поддержке участников СВО и их семей рассказал заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ахмед Дудаев. С 22 декабря 2023 года в Чеченской Республике функционирует комиссия по вопросам социальной поддержки участников СВО, членов их семей, членов семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В ходе работы было рассмотрено более 1130 вопросов, касающихся самых разных сфер. Параллельно администрация президента Российской Федерации во взаимодействии с межведомственными комиссиями осуществляется мониторинг по 99 пунктам предоставления мер социальной поддержки. Сформирована многоуровневая система помощи, при которой ни один вопрос, ни одна семья не остаются без внимания. На сегодняшний день в республике 2281 человек, они завершили контракт. Из них 1057 человек уже трудоустроено. Услуги по прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования получили 175 человек. В завершении заседания Рамзан Хаджикадыров поблагодарил всех участников за кропотливую работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Ислам Ершов, Мансур Исмаилов при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджикадыров провел выездное совещание по вопросам реализации мероприятий в рамках объявленного года горных районов и развития малого и среднего предпринимательства в Веденском районе. Отдельное внимание уделили ликвидации последствий недавнего стихийного бедствия. Сейчас ведутся восстановительные работы. Подробнее смотрите далее. Открывая расширенное совещание, Рамзан Хаджикадыров обозначил повестку встречи. Да, дочь смотритель, да, мосту, горный район, что он, ошад, горный район, сегодня мы обсудим перспективы развития Веденского района в рамках объявленного Республики года горного района и развития малого и среднего предпринимательства. В этом зале находятся все ответственные лица, и мы можем обсудить и решить любой вопрос здесь на месте. Первым предлагаю заслушать доклад председателя правительства Чеченской Республики Даудова Магомеда Ходжахмедовича. С основным докладом выступил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Он отметил, что с 2017 года в регионе последовательно реализуется программа развития горных территорий, строятся социальные объекты, обновляется инфраструктура, развивается производство и функционирует особая экономическая зона Ведучи. В Веденском районе расположены значительные природные и культурные ресурсы, включая озеро Козиной Ам, ряд историко-архитектурных комплексов и объектов культурного наследия, имеющие высокий туристический потенциал. За период реализации программы развития горных территорий только в Веденском районе субъектами предпринимательской деятельности реализовано 78 проектов с объемом инвестиций более 1 миллиарда рублей. Создано около 400 рабочих мест, в том числе 9 проектов на 358 миллионов рублей. Реализовано в 2025 году. На стадии реализации находятся более 70 проектов с общим объемом инвестиций свыше 800 миллионов рублей, инициированных местными предпринимателями. В текущем году продолжается реализация мероприятий по расширению особой экономической зоны Ведучи за счет земельных участков, расположенных на территории Веденского района, прилегающих к озеру Козиной Ам. В настоящее время проведена работа по разработке мастер-плана развития территорий, прилегающих к озеру Козиной Ам, и концепции развития комплекса Ведучи до 2030 года. Проведен комплексный анализ территорий и определены 7 перспективных территорий развития в Веденском районе общей площадью 515 гектаров, на которых предусматривается строительство горнолыжного курорта, гостиницы, кемпингов, детского лагеря, туристического центра и благоустройства набережной озера
казино «Ам». Магомед Даудов также доложил о последствиях недавнего стихийного бедствия. В результате неблагоприятных погодных условий пострадали 28 населенных пунктов. В Веденском районе повреждены 219 домов и объекты инфраструктуры. В настоящее время ведется оценка ущерба и восстановление систем жизнеобеспечения. Рамзан Ахматович, на территории Чеченской Республики в период с 27 по 29 марта текущего года в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений затоплены домовладения и участки, повреждены конструкции зданий и инфраструктуры, нарушено электроснабжение и газоснабжение в ряде населенных пунктов и транспортное сообщение на отдельных участках автомобильных дорог. На текущую дату всего подтоплено 4363 домовладений и придворных территорий в 28 населенных пунктах. Размыто 185 муниципальных и внутрисельских дорог. Повреждено 26 мостов, 15 автомобильных и 11 пешеходных, 45 газопроводов общей протяженностью 50 километров и 10 трансформаторов. Частично повреждено или полностью разрушено 390 домов. Размыты 5 защитных сооружений. В зону ЧС попали 54 социально значимых объекта, в том числе 34 школы, 14 детских садов, 4 учреждения здравоохранения и социальной защиты. Временно ограничилось движение на отдельных участках автомобильных дорог из-за повреждений. Работы по расчистке были проведены оперативно, и движение транспорта на указанных участках дорог восстанавливается. Режим чрезвычайной ситуации введен в 11 муниципальных образованиях Чеченской Республики, в том числе во всех горных районах Чеченской Республики, включая Веденский. На территории Веденского района повреждено 219 домов, 11 школ и 3 детских сада, 47 участков автомобильных дорог, 10 газопроводов и 1 электролиния протяженностью около 600 метров. Проведено внеочередное заседание комиссии правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Исполнительным органам главам муниципальных районов и мэрам городских округов, ресурсоснабжающим организациям Чеченской Республики дано поручение провести работы по оценке внесению ущерба и принять исчерпывающие меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также подготовки обосновывающих документов для компенсации причиненного ущерба. Глава администрации Веденского района Турпал Али Абдулазизов доложил о текущем социально-экономическом положении. По его словам, по ряду ключевых показателей отмечается положительная динамика. Существенную поддержку оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Общий объем помощи фонда района составил 1 миллиард 180 миллионов рублей. От имени жителей Веденского района и от себя лично выражаю вам огромную благодарность вам и уважаемой Аймане Нисиевне Кадыровой. Лерме мягко таган тундок дазалду акузвена Рамзан Ахматович. ДРС холон амели лортек дал шед вадил. ДРС хол год горных районов алтакайкина таган хар шо иш дол дельчер. Ой правительство команда был на костете тан хок района долгулк шек далуш агор. Максимально уже билгалдах проблем выслушать на отдать проблемный вопрос еще рассмотреть на далуш авор на остал дешту он ДРС Рамзан Ахматович дал дух вавайлатхон. Турбан мамус киеш но чуда арбол чудо чада мудуй что. Рамзан Ахматович то солхона стомура один вашка хардуал дальшкан да цада администрация аволга хорюртай царука водитель набор минуатек на вача берш на месте бушайша боча семи бу бол берш бу Мамад Смалер интернет yoch момент не снова дела цунга хажна цааш то так далуш так максимально дальше ходов что Рамзан Ахматович. О перспективах инвестиционной деятельности и развития туризма рассказал вице-премьер, министр экономического и территориального развития республики Рустам Шептукаев. Он подчеркнул, что ключевыми направлениями является развитие туристического потенциала района, включая озеро Казино Ам, комплекс Ведучи и историко-архитектурный комплекс Хой. В муниципалитете функционируют туристические маршруты, проводятся культурные и событийные мероприятия, а также реализуются меры государственной поддержки. Многие из реализованных и планируемых к реализации проектов на территории Веденского района относятся к сфере развития туризма. Также в сфере развития туризма в рамках программы местными предпринимателями заявлены 29 проектов на 385 миллионов рублей, из которых 11 проектов на 140 миллионов рублей уже реализованы. Что неудивительно. Веденский район богат своими историческими, природными, архитектурными и культурными достопримечательностями.
Одним из самых уникальных природных объектов в районе является жемчужина республики высокогорное озеро Кизиной-Ам, где значимым для развития туризма в регионе является туристско-рекреационный комплекс СТК Кизиной-Ам. Недалеко от комплекса Кизиной-Ам расположен значимый для развития туризма в Виденском районе и республики в целом историко-архитектурный комплекс селения Хой. В рамках исполнения ваших поручений, Рамзан Ахматович, с 2018 года принят проект восстановления аула, зарегистрированный как региональный объект культурного наследия в едином государственном реестре памятников истории и культуры России. В рамках вашего решения, Рамзан Ахматович, проведены уникальные работы по полному восстановлению историко-архитектурного комплекса селения Хой, что также внесло значимый вклад в сохранение историко-культурного наследия республики, а также способствовало развитию туризма. Рамзан Ахматович. В целом, на сегодняшний день в районе разработано и функционирует 20 туристско-экскурсионных маршрутов по Виденскому району, а также проводятся различные мероприятия по линии Министерства туризма. По итогам совещания Рамзан Хаджи Кадыров поручил ответственным лицам усилить работу. Он подчеркнул необходимость в кратчайшие сроки обеспечить возвращение жителей, пострадавших от недавних проливных дождей, в свои дома. Висхан Закриев, Адам Барсунукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике признано лучшим в стране за 2025 год. Итоги подвели в рамках ведомственного смотра конкурса «Лучший территориальный орган ФССП России». С этим достижением начальника управления главного судебного пристава региона Заура Герим Султанова на рабочей встрече поздравил Рамзан Хаджи Кадыров. По итогам 2025 года служба судебных приставов по Чеченской Республике признана лучшим территориальным органом в России. Это хороший результат, и я вас с этим поздравляю. Хотел бы сегодня услышать от вас информацию о вашей работе и о том, как налажено взаимодействие с другими органами исполнительной власти Чеченской Республики. Это произошло впервые в истории нашего управления. Произошло это прежде всего благодаря непосредственной вашей поддержке, постоянному вниманию, которое вы оказываете нам, а также при координирующей роли Совета безопасности Чеченской Республики и правительства Чеченской Республики. В минувшем году управлением проведена работа согласно поставленным вами и руководством службы задачами. Основное направление деятельности – это организация исполнительного производства. Производство судебных приставов исполнителей нашего управления находилось 1 302 000 исполнительных производств, из которых окончено 815 000 исполнительных производств. В том числе фактическим исполнением, то есть полным погашением задолженности, исполнено 688 000 исполнительных производств. В результате принятых мер, Рамзан Ахматович, нам удалось взыскать почти 4,2 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда взыскано в бюджетную систему Российской Федерации. В том числе 902 миллиона взыскано в бюджетную систему нашей республики. Отдельно хотел бы поблагодарить вас за содействие увеличения штатной численности нашего управления. Как мы помним, вы озвучили свое пожелание в ходе встречи в конце 2024 года Дмитрию Васильевичу Аристову о том, что у нас высокая нагрузка. Дмитрий Васильевич полностью поддержал ваше пожелание, и в начале 2025 года штатная численность управления судебных приставов исполнителей увеличена на 30 человек. Заур Герим Султанов рассказал о работе управления по организации содействия участникам СВО. Уже около 23 000 исполнительных производств в отношении заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации приостановлено или прекращено полностью. С начала проведения специальной военной операции почти 23 000 исполнительных производств на 922 миллиона соцлиндуя, то есть СВО. Дало, что вежешкара и диха взыскивать садеш. Инскрич регион шкацун болха цер заявление ци сатвашдуиза уйдал чоха штавоши дагадула сега связь йол школьёт школ цер заявление язу иш йол школьёт школ цундера о штабарт бина военкоматси хоркирнах вой контракт дин бол участник информация хавич таш дал чоха проверять теш цер считаешь арест штаё цер производство прекратить да еще чем прекратить тешту приостановить да еще чем приостановить тешту и бог бона беш Чоди бабу веш бабу кенти вай дембахлар веш буд вай пачалар веш буд сацдо лерен лиродиз дерес штатодерн. Главный судебный пристав республики также сообщил, что по семейным спорам, алиментным платежам в регионе нет исполнительных производств.
производств. Это стало возможным благодаря совместной работе Духовного управления мусульман Чеченской Республики в рамках реализации единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. В 2016 году концепцию духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Его поручение муфтияту беш болхбу и оуш бөлдюзел шоуш тоуш такуяш болхбу. Труна хестрей коллег халадох дозалду ваймахкаха по семейным спорам и по алиментным платежам практически исполнительное производство. Шхульшдаться. Если в соседних регионах таких производств бывает тысячи и десятки тысяч, то вайдолчуха по алиментным производствам 200 коуч, да, и в основном скач регион шкарку скомандировать пенсейр хульшту. Шадега аберкатту далазот обалдон аман хажи не аберкатту он дал диканс бекам был дел рейсалил тро трея одам ладвашлона кредан усниятя. Ночи халкана махкана пайда долшкай дуашлоко. Дерасан запирамет бахтуштат удрят бавиз да аегдис осо сатурнеги сига доксалам маршал док баркл дерезала ал пирвала yok пачалкады док дазалды шуба халва вот да халва вошна аег докшда сунде сигаре док баркл дерезала. Дерезал. Внештатный помощник главы региона по координации деятельности в сфере здравоохранения, курортного и реабилитационного лечения Хутмат Кадырова проинспектировала строительство детского лечебно-реабилитационного центра Дарба Kids. Большая часть объекта уже готова. Центр рассчитан на 165 круглосуточных коек и 45 мест дневного стационара. Место для возведения было выбрано лично главой республики. О ходе реализации проекта в сюжете. Дождливая погода в Грозном сегодня не остановила ни стройку, ни рабочую инспекцию. Нештатный помощник главы Чеченской Республики по координации деятельности в сфере здравоохранения, курортного и реабилитационного лечения Хутмат Кадырова приехала в строящийся центр Дарба Kids. Объект уникальный, аналогов учреждению нет на всем Северном Кавказе. Экскурсию по будущему центру проводит директор строительной компании. Вентиляция чехкала, подвесной потолок, чехкачание реактора почти чукой. По срокам отстроено что? По срокам на 23 августа планирует я, чтобы дал. По финансированию, та проблема, что финансирование нормально, оборудование массово. Оборудование перечень, оборудование даяло, что я бабе что хоть. Маршрут инспекции проходит по широким коридорам к палатам. Всего в центре развернуто 165 коек. Здесь будет 5 отделений, каждое из которых оформят в теплых тонах. Психологи подтвердили, именно на такие цвета дети реагируют особенно благоприятно. Еще 45 коек выделено под дневной стационар. Хутмат Кадырова интересуется ходом строительства и особое внимание уделяет срокам. Трехэтажный корпус, подвесной потолок чехкал сухой. И вентиляция полная чехкала. Хорше палач, одноместный вип-палач. Арарбелх, чек моцбербошбо. Арарбелх, цан шинбата чехкал, духля алмукла. Уже благоустройство, уже брусчатку, в основном бордюр, где-то на 90% брусчатку духля. Структура центра продумана так, чтобы реабилитация была комплексной. Здесь развернуты блоки лечебной физкультуры, физио- и эрготерапии, а также залы для водолечения. В консультативно-диагностическом центре будет принимать целый ряд профильных специалистов. Как раз куда принимать и уже по кабинетам, куда распределять, что двухэтажное здание, куда стоматологию, полностью диагностику махарел. Кабинет шаусовый? Кабинет хороший, процедурный кабинет, куда условия, куда умывальник ухилился. Шайгай по санпину соответствует дешевле санитарное нарушение. Предусмотрели в центре даже образовательный сектор «Учим, знаем», чтобы пациенты не прерывали учебу. А на прилегающей территории обустроят площадки для ипотерапии и теренкур. Первых пациентов в самый современный центр региона примет уже 23 августа. Срок сдачи объекта установил глава Чеченской Республики. Хутмат Кадырова подчеркнула важность следования этому графику. Вайпач хабил галяк, срок 23 августа, Цухан Качли, Даул Хаус Дизардо.
ده المقلع ويتسخين عدير دقوة بتشو ألو سروك ثانية دي القربان ثانية لا это دي سوي داخل. Изначально центр планировали строить в Андреевской долине, однако глава республики изменил это решение, выбрав для реабилитации детей с особенностями развития более живописное место на берегу Грозненского моря. Хава Ахмадова, Турпал Алханов, «Неделя». А у меня пока на этом все. Спасибо, что были с нами, и хороших вам новостей.